Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромная благодарность за ваши лайки под видео и за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Срочное сообщение для вас. О чем хотят предупредить вас высшие силы? Мои дорогие, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, обратитесь мысленно к высшим силам, задайте такой вопрос. Что мне нужно срочно узнать? Какое предупреждение мне нужно услышать, получить? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же узнаем, какое сообщение для вас хотят передать высшие силы. О чем они хотели бы вас предупредить? Какое предупреждение вам идет? Так, мои дорогие, начну я, наверное, с момента, который я вижу, да, не могу его игнорировать. Это предупреждение касается вас и вашего характера. Здесь, мои дорогие, вот есть баранчик, да, вот, рожки баранчика, да, идут очень четко видно. Мои милые, это упрямость, ваша какая-то упрямость и, скажем так, непроходимость в каком-то деле. Где-то вы уперлись, вот в прямом смысле слова уперлись, ни вперед, ни назад. И вас вообще подвинуть, не сдвинуть невозможно. Конечно, такие качества, они важны и нужны. И если вы чего-то добиваетесь, конечно, без этого никак. Но именно дело, связанное с вашей мечтой, с вашим исполнением, потому что у нас все-таки тут идет звезда. Звезда — это ваша мечта, ваше исполнение, возможно, что-то связано с любовными отношениями, с личной жизнью. Вот ваше упрямство, оно реально вам вредит. Вот как хотите. В любви, в отношениях нужно быть помягче, посговорчивее и пооткрытие, наверное, да, более быть открытой, не бояться протягивать руку. Кто-то скажет, я уже протягивала много-много раз, мне ее погрызли по самый локоть, а теперь что, по самое плечо. Мои милые, высшие силы говорят, что есть карма, вот она над вами висит, и эту карму нужно, как ни крути, проходить. А ваше упрямство — это и есть тот кармический узел, тот кармический урок, который стоит пройти. Нужно стать помягче, скажем так, покладистее, что ли, более кошечкой такой нежной, ласковой кошечкой. Но, конечно, не забывать, что у кошечки тоже есть коготки, да? И еще такой момент, что нужно стать более гибкой, да, гибкой. Это именно те качества, которые помогут вам избавиться от этой упрямости, этого упрямства, да, пройти вот эту карму на ура и выйти в свою новую счастливую жизнь. Так, следующий момент, что мне хотелось бы вам поведать, рассказать. Я вижу, что сейчас по какому-то вопросу, возможно, в личной жизни, возможно, в отношениях, во-первых, какой-то застой, лежачее положение. У кого-то есть отношения, но они как-то стали на одну точку, никуда не двигаются. А у кого-то, в принципе, нет этих отношений. Человек в таком вакууме живет, да, и не понимает, где он, между небом и землей, в каком месте вы находитесь. Что я хочу сказать? Ваш партнер находится в точно таком же положении. Это партнер, с которым вы вместе, либо человек, который вам предназначен. Партнеры, он тоже сейчас в таком вакууме находится. Почему это все происходит? Да потому что вы еще не готовы. В прямом смысле этого слова не готовы к отношениям. То есть есть какой-то момент надрыва, есть момент какой-то незакрытых старых гештальтов, да, которые мешают вам. А у тех, у кого отношений не было, то здесь, мои дорогие, вы эмоционально не готовы к отношениям, к любви. То есть вы очень такая хрупкая ваза, да, которую можно неумелым обращением разбить, и это навсегда. Да? Поэтому вам
вам дают время, чтобы вы немножечко себя, скажем так, закалили, да, иммунитет приобрели. Но а тем, кто никак не может избавиться от страхов прошлого, нужно поскорее эти двери прорабатывать и закрывать. Понимаете, что если вы обожглись на молоке, это не значит, что теперь всегда нужно пить, вернее, дуть на воду и на все остальное, что вам предлагают выпить. Здесь как раз таки наоборот. То есть момент, что вы должны принять тот урок прошлого и его отпустить с благодарностью. И тогда все будет хорошо. Кто переживает за свою личную жизнь, знаете, это карма. Это карма, которую вы проходите именно сейчас. Себя нужно сначала проработать, полностью апгрейдить, не знаю, отформатировать, да, и стать совершенно другим человеком. И это вот именно сейчас и происходит в вашей жизни. Вот кто-то из девочек, вот здесь я вышла, да, кто-то себе цену не знает, кто-то себя уже до такого уровня обесценил, до такого уровня, там, не знаю, под пол загнал, что просто сердце кровью обливается, понимаете, мои дорогие. Цените себя, цените свою ценность, цените свою уникальность. Ведь вы необычный человек, вы человек уникальный, с талантами, с возможностями, знаете, с даром от судьбы. У каждого дар свой, у кого-то это, может быть, вы прекрасно поете, прекрасно рисуете, ручки золотые, головушка золотая, кто-то, может быть, обладает какими-то способностями. У каждого идет свое. Но то, что вот на этот песочек зашел человек талантливый, то, что вот эта буква Я, она еще не встала на ножки, но она уже есть. То есть вам нужно развивать свой талант обязательно. Здесь есть знак вопроса о каком-то человеке. То есть вопрос, да, как ко мне этот человек относится, кто я для него, что я для него, что мне ждать от этого человека, как дальше будет с этим человеком, как мне нужно поступить с этим человеком. То есть у каждой свой вопрос, но он касается конкретного человека. Этот вопрос вам придется решать самостоятельно. Но высшие силы вас не оставляют. Здесь у вас есть человек, который подсказывает. Причем человек вам мостик наведет. Да? Благодаря этому вы сможете пройти, скажем так, принять это решение, понять, осознать очень просто, очень понятно, очень четко все будет. Да? Мостики для вас делаются. Кстати, по этому мостику у вас идет переход в какое-то новое состояние, в новую жизнь и новое ощущение самой себя. Вот в прямом смысле слова. Сама себя другая, я другая, я стала другой, я другой человек, я, не знаю, там прошла сквозь огонь и воду, да. Я полностью обновилась, я готова к любви, я готова к счастью. Меня это зовет, меня это манит, и я это получу. Мои милые, здесь я вижу, у вас идет чаша любви с одной стороны, а с другой стороны у вас, скажем так, кусочек звезды, кусочек исполнения, и это исполнение связано с чем-то новым для вас. Новый дом, новая работа, новый мужчина, новое место жительства, то есть обновление. Высшие силы вам говорят, что вы все получите, всему свое время. Тут буквально осталось несколько периодов времени для того, чтобы запустить все эти процессы. Сейчас у вас трансформация, которую нужно пройти. Что по итогу? Смотрите. Я не хочу никого обидеть, вы, мои милые, простите, вы сами видите, да, на этом рисуночке нарисован козлик. Козлик, вот он такой с бородкой, с рожками, да, упрямый козлик, который вот готов драться, да, лбом пробивать стены, да. Вот вы вот в такой позиции, понимаете? Вот если вы начнете пробивать эти стены, вы только лоб себе набьете. Такая идет позиция. Вы либо слишком спешите, либо вы слишком подвержены каким-то своим желаниям и хотелочкам. Хочу здесь и сейчас, немедленно. Мне это нужно, мне это важно. Уходите от этого состояния. У вас есть мудрость, у вас есть опыт. Пользуйтесь этим, обязательно пользуйтесь. Потому что я вижу, есть другой путь. Есть путь другой. Путь, да, может быть, он немножечко там подольше будет, подальше, но тем не менее без крови, без какого-то надрыва. Вам нужно выходить в состояние совы. Смотрите, какая сова сидит, да? Она мудрая, она сидит высоко, она все видит, она про все всех знает, да? Про всех, вернее, все знает. Извините, прям заговариваюсь. Вам нужно именно становиться вот такой совой, чтобы все у вас было вот прям по-мудрому, по-справедливому, и чтобы вы пользовались именно тем, что в вас высшие силы вложили при рождении. Вы у меня идете по звезде, видите, вот она звезда.
3, 4. Пятиконечная звезда. Замечательная, красивая звезда. Это вы, и это ваша суть, ваше предназначение. Сиять, блистать, людей покорять с первого взгляда, с первого слова, но и в то же время исполнять все свои мечты. У вас есть дар, мои дорогие, исполнять свои мечты. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. От чего это зависит? Это зависит от вас и от вашего настроя. Если вы полностью сосредоточитесь на исполнении, и исполнение это будет вот именно в хорошем, позитивном ключе, пожалуйста, вы все получаете. И если вы настраиваетесь на негатив, ну там думает кто-то, да, из девочек сидит и думает, что все, не будет у меня достойных мужчин, одни там, что попало будут, да, будут встречаться мне самые там отбросы, да. Поверьте, вот так и будет, потому что вы вот по этой мечте исполняете свое желание, по этой звезде, вернее. Вот и все. Только в позитиве, только на позитиве. Конечно, это сложно. Конечно, жизнь наша это не мармеладки и не шоколадки. И дорожки наши не лепестками роз выложены. Но, тем не менее, понимаете, старайтесь верить в лучшее. Старайтесь, да, я не говорю, что вы должны. Старайтесь. Старайтесь, и вам придет. Потому что вот эта звезда, она и обещает, что все исполнится. Но если вы, как вот баранчик, будете идти против воли судьбы, против, например, того, что вам, например, нужно и полезно, к сожалению, вас будут держать вот в таком закрытом пространстве, да, чтобы вы не могли себе навредить. Такая тоже идет ситуация, и такое настроение, оно не приветствуется высшими силами для вас. Хотите, чтобы все хорошо пошло, заканчивайте свою карму, меняйтесь, адаптируйтесь к той ситуации, которая есть сейчас, и получайте все то, что вам предназначено, предначертано и в вас вложено. Реализуйте это все, и будет вам большое счастье и большая любовь. То, что будет любовь, то, что будет в жизни, я вам сказала, да, что-то новое, очень значительная перемена, это 100%. Вот это чаша любви, и вот это новое. Честно, это новое, это либо новая дорога, новая работа, вот новое место жительства, дом может быть новый ребенок. Понимаете, вот именно что-то новое, по-новому, по-другому для вас, для вашего счастья. Так, кстати, я вижу еще такую огромную рыбу, которая к вам плывет, прям в подол. Эта рыба, она несет с собой какие-то вот прям ресурсные вещи, которые вы будете получать, да, нежданно-негаданно, вот либо наследство, либо какая-то выплата, либо какая-то компенсация, что-то к вам такое хорошее в денежном плане плывет. И это просто супер, мои дорогие. Смотрите по сторонам, обязательно смотрите по сторонам и под ноги, потому что есть что-то под вашими ногами, что-то хрустит, что-то блестит, присматривайтесь. Я вижу, что тут какая-то находка будет. Находка либо очень, скажем так, приятная, не знаю, там банально денежку найдете, да, либо находка, благодаря которой вы получите очень хорошую благодарность. То есть такой момент тоже для вас идет. Так, на этом гадание моем закончено. Желаю, чтобы все хорошее поскорее у вас исполнилось. Но а то, что нужно проработать, вы, мои дорогие, поскорее бы разрубили все эти кармические узлы и действительно вышли в ту счастливую фазу, в то счастливое состояние, которое вам по судьбе. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.